Земельная теснота, которую испытывали почти все горские народы Терской области, в первую очередь чеченцы и ингуши, приводили к постоянной социальной и межнациональной напряженности. Это прекрасно понимало кавказское начальство, которое в своих докладах правительству указывало, что именно земельная необустроенность горского крестьянства служила главной причиной аграрных волнений в крае. По большому счету, для решения этой проблемы у российской администрации были действенные варианты – либо увеличить площадь земельных наделов чеченских селений, вернув им отторгнутые ранее в пользу государственной казны, казачества и офицерства земли, либо создать условия для миграции разоряющихся чеченских крестьян в Грозный и в другие города. После кровавого воскресенья в Санкт-Петербурге 22 января 1905 года по России прокатились волна политических демонстраций и забастовок, которая дошла и до Грозного. Стачка полностью охватила грозненские нефтяные промыслы. Грозненские рабочие выдвигали только экономические требования. 8-часовой рабочий день и повышение зарплаты на 25%. На нефтяные промыслы были введены войска, а всем участникам забастовки владельцы предприятий пригрозили массовыми увольнениями. Через неделю рабочие вернулись на свои места. Забастовка закончилась. Весной 1906 года власти организовали выборы, причем в Терской области горцы и казаки голосовали раздельно. Таким образом, интересы горской части населения смог представить один депутат – чеченский просветитель и общественный деятель Таштемир Эльдарханов. Казачье сословие области представляли 2 депутата, хотя по своей численности казаки составляли меньшинство. Трибуна Государственной Думы стала местом острых политических дискуссий, во время которых депутат от горцев подвергал острой критике существующие в Терской области порядки. Впрочем, Первая Государственная Дума просуществовала недолго. Уже 9 июля 1906 году она была распущена Николаем II. В конце 1906 году правительственные войска развеяли иллюзии горцев о слабости российской власти. В Веденский округ вошли русские отряды, усиленные артиллерией. В большинстве селений была восстановлена власть местной администрации, а селения, жители которых упорно отказывались подчиняться, были подвергнуты артиллерийскому обстрелу. Власти арестовали несколько сот человек, большая часть которых была осуждена и сослана. Также принимались меры по разоружению чеченских селений. Казачьи патрули на дорогах отнимали у проезжих горцев даже холодное оружие. В селах проводились массовые обыски. За несданное оружие налагались высокие штрафы. Особые меры предпринимались по искоренению обречества. Для борьбы с ними широко практиковались коллективные наказания, специальные военные рейды. После подавления вооруженных восстаний в Москве и других городах революция в стране пошла на спад. Правительство перешло в наступление на трудящихся. На Северном Кавказе и в Донской области, как и по всей стране, вводились усиленная чрезвычайная охрана, военное положение. Целые области и города отдавались в распоряжение губернаторов и военных начальников. В регионе действовали карательные отряды, прошли массовые аресты. При управлении Владикавказской железной дороги был создан особый комитет, который повел решительную борьбу с революционным движением по всей дороге. У рабочих всех станций стали требовать подписку о непринадлежности к рабочим организациям. На Северном Кавказе в это время уже также отмечены отдельные стачки. И в период отступления Первой Российской революции на Северном Кавказе было только 2 значительных подъема забастовочных движений в 1906 в 1907 годах. Всего на Северном Кавказе в 1906 году состоялось стачек в 2-3 раза меньше, чем в 1905 году. На Северном Кавказе в 1906-1907 годах в первых рядах забастовочного движения выступали нефтяники Грозного и пролетарии городских фабрично-заводских предприятий, которые в период высшего подъема революции в стачках не участвовали. В 1901 году за осуществление акта кровной мести Зелимхан Душмазукаев был осужден на 3,5 года.
в исправительные арестантские отделения и сослан в Илецкую защиту. Летом в 1901 году был возвращен в Грозный для пересмотра судебного решения, после чего заключен в Грозненскую тюрьму. Этим же летом он совершил побег и стал активным участником обреческого движения. Обреки, не желая мириться с несправедливостью и произволом, в те времена брались за оружие. Действуя в одиночку или небольшими группами, они мстили царизму за себя, своих родственников и за свой народ. Зелимхан и его сподвижники начали фактически партизанскую войну против царских властей. Обречество имело массовую поддержку среди горцев и отражало недовольство народов Северного Кавказа национальным гнетом. Впоследствии за голову Зелимхана царская администрация назначила большую награду, которая росла на протяжении 13 лет, пока Зелимхан был для властей неуловим. И лишь в 1913 году наконец нашелся предатель, который сообщил властям о его местонахождении. 25 сентября 1913 года отряд под командованием поручика Георгия Кибирова, считавшего Зелимхана своим кровником, напал на след Абрека. Зелимхан был окружен около села Шали, и в результате продолжительного и кровопролитного боя тяжело больной Зелимхан был убит. Позднее, в советское время, в Чеченской республике был организован колхоз имени Зелимхана. Были созданы книги и фильмы. Абдул-Межид Тапа Арцуевич Чермоев родился в городе Грозном 15 марта 1884 года в семье генерала русской армии Арцу Чермоева, героя Крымской войны 1853-1856 годов и русско-турецкой войны 1877-1878 годов. После окончания реального училища во Владикавказе Тапа Чермоев избирает стезию военного, поступает в Николаевское кавалерийское училище. По окончанию престижного военного учебного заведения в 1901 году перед молодым Тапой Чермоевым открылась блестящая возможность для карьеры военного, куда отбор происходил под личным контролем императора Николая II. После смерти отца в 1908 году Тапа Чермоев вышел в отставку и вернулся в Терскую область. Вскоре в Чечне начался нефтяной бум. Тапа Чермоев с головой погружен в бизнес. Занимается торговлей и сдачей в аренду нефтепромышленных участков. Становится учредителем фирмы «Алдынская нефть». Бывший гвардейский офицер широко развернул дело и в скором времени стал миллионером. Не будет преувеличением сказать, что небывалый подъем нефтяной промышленности в Грозном в известной мере обязан Тапе Чермоеву. Расширение добычи, приобретение новых механизмов станут доступными благодаря выгодным контрактам с иностранными компаниями. И это и многое другое составило предмет увлечений, забот и кибочей деятельности предприимчивого Тапы Чермоева. Высокорентабельным предприятием становится основанная им в январе 1914 году фирма «Алдынская нефть». В 1918 году в селении Очкой-Мартан родился Юнус Дышери, ставший впоследствии выдающимся чеченским ученым, доктор филологических наук, профессор. В 16 лет он поступил в рабфак Ростовского госуниверситета, который окончил с отличием. В 1939 году наш земляк поступает в Московский государственный пединститут имени Ленина. И в 1941 году экстерном окончил его по специальности русский язык и литература. В 1946 году, защитив кандидатскую диссертацию по бацбийскому языку, Дашириев стал первым чеченским кандидатом филологических наук. 19 января 1955 года он стал первым в истории чеченцем, защитившим докторскую диссертацию по филологии. Через 1,5 года Юнус Дышериевич был утвержден в звании профессора по специальности кавказские и иранские языки. В 1958 году ученым опубликована монография «Развитие младописьменных языков народов СССР» и многие другие работы. В 1962 году Дышериев был председателем научного совета по комплексным проблемам развития языков и культур народов СССР при президиуме АН СССР. Ученый, филолог с мировым именем, один из основоположников отечественной социальной лингвистики Юнус Дышериевич Дышериев не дожил 2 лет до своего 90-летия.